зарази, ти найцінніша, райська лілія, а чиста єдна, вітай, Марія. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen z wami. I z duchem Twoim. Pan każe думки moje nie wsuć supokój, a nie skruchu. Wy poklичете mnie i ja почую was i верну полонных ваших z усіх краев. Podczas этой святой мши молюся за Александру з нагоди дня народження, просячи Божого благословения, здоровья души и тела опеки Найсвятейшей Панны Марии. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласти эту Найсвятейшую охвяру. Споведаюся Богу Всемогутному, И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, вчинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай измилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Ане, смилуйся над нами. Ане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Ане, смилуйся над нами. Ане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, А на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деле великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владарь Небесный, Боже, Отче Всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яки вериш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Яки вериш на себе грехи свету, прими моление наше. Яки сядишь праворуч Отца, смилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты Найвышейший, Иисус Христе, с Духом Святым, ухвали Бога Отца. Аминь. молимся. Panie nasz Boże, uczyni, jak my z radością Tobie służyli, bo tylko w samym oddanym służeniu Tobie Stworителю усяго доброго мы можем знайти трывалое и полное счастье. Распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей владарицу едности Духа Святого Бог, разуще веки вечные. Аминь. Читання книги пророка Михаила. Ось прийде день, палаючи биться плеч. Тады усе ганарлівыя і бязбожныя стануць як салома, і спаляць іх надыходзячы дзень, кажа Панна Магуцеў. Так што не пакіне ў іх ні карэння, ні галля, а для вас, хто баіцца мяне і імя майго, узыдзе сонца справядлівасці, і аздараўленне будзе ў ягоных промнях. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу.
Придя Пан, судить народы справедливо. Придя Пан, судить народы справедливо. Грайте Пану на гуслях и на харпе, под звучание трубов и рога. Радостно воскликайте перед Паном и володаром. Придя Пан, судить народы справедливо. Няхай шумить море и все, что его наполняет, сусветы той, что живе у им. Няхай реки пляскай йдуть в долоні, няхай узрадуються разом гори. Придя Пан, судить народы справедливо. Перед обличчям Пана, який надиходить, болем приходить судить землю, и он будет судить свет справедливо, и народы по воле правды. Придя Пан, судить народы справедливо. Другое читание. Читание другого послания святого апостола Павла до Фессалоникийцев. Браты, ви самі ведаєте, як треба наслідувати нас, бо ми не чинили безпорадку сярод вас, і ні у кого не ели хлеба дарма, але тяжко і у мозолях працювали день і ночь, как не обтяжалось нікого з вас. Не тому, що ми не ели улады, але каб самих себе дать вам, як приклад для наследования нас. Коли мы были у вас, то наказывали вам, что коли кто не хочет працевать, няхай и не есть. Але чули, что некоторые серед вас живут у безпорадку, ничего не робят, але займаются марными справами. Таким загадываем и заклинаем их у Пану Иисусе Христе, как яны працевали у спокои и ели свой уласный хлеб. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вы простытесь и поднимите головы ваши, Бог наближается окупление ваше. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Бог с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия для Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час, коли некоторые говорили про святыню, что она упригожена коштовными каменями и дарами, Иисус сказал: «Прийдуть дні, коли з того, що ви тут бачите, не застанеться камінь на камені, який не буде повалений». І спиталися в його: «Наставник, коли ж гэта станеться, і що буде знаком, коли гэта повинно відбутися?» Ён сказав: «Глядите, каб вас не звялі, бо шмат хто прийде під іменем моїм, кажучи: гэта я, і наблизився час. Не ідіть за ими. Коли ж почуєте про войны, хвалявані, не полохайтеся, бо спочатку гэта повинно відбутися, але не конец одразу». Тады сказав їм:
Паўстане народ на народ, і каралеўства на каралеўства. Будуць вялікія землятрусы, а месцамі голад і мор. Жахлівыя з'явы і вялікія знакі на небе. Але раней за ўсё гэта накладуць на вас рукі свае і будуць пераследаваць вас, аддаючы ў сінагогі і ў вязніцы, і паставіць перад каралямі і валадарамі за імя маё. І будзе гэта вам на сведчаннях, таму пастанавіце ў сэрцы сваім, не клапаціцца наперад, як абараніцца, бо я дам вам вусны і мудрасць, якой не здолеюць супрацьстаяць ці супярэчыць праціўнікі вашыя. Выдаваць вас будуць таксама бацькі, браты, родныя, сябры, а некаторых з вас заб'юць. І усе зненавідзяць вас за імя маё, але голас з галавы вашай не прападзе. Цярпеннем сваім уратуеце жыццё вашае. Гэта слова Пана. Слава Тебе, Христе. Маем цяг дальшы. Евангелие, яку мы чылі тыдзень таму назад, дзе Ісус Христос, памятаем, сказаў: «Збурыце гэтую святыню, а я яе ў 3 дні ўзнясу». І жыды адказалі: «Мы яе будавалі 46 гадоў. Як ты яе ўзнясеш?» А сёння Ісус Христос яшчэ больш гаворыць: не толькі што я яе збуру, але прыйдзе час, што на гэта, што вы глядзіце, на гэтую прыгожую святыню, гэтыя каштоўныя камяні, якія ў цярэзіне, прыйдзе час, што тут не астанецца камень на камені. Усё будзе старта ў пыл. Нам гэта не зразумець. Але калі гісторыкі пішуць, святыня Иерусалимская за часаў Езуса на пярэднім алтары была ўся ў золаце. Вісела вінаградныя кісці, віселі ўсе залатыя, з чыстага золата. Іх там было шмат, такая кість, як здалон мая, трохі большая. І калі сонца з раніцы узыходзіла, біла ў гэтае золата, і кожны, хто глядзеў наперад, вочы жмурыў, закрываў, бо не ўдалася глядзець, бо такі блеск абратна адлятаў. І Ісус Христос гаворыць жыдам, што з гэтага, што глядзіце, не астанецца камень на камені. Гэта сёння, можа, касцёл будуюць з пустакоў, з кірпічоў, калісьці з камня. Камень куплі, кавалі і платвалі. Эта святыня была, это недоразумение. 46 гадоў будавалі, а што вот як то і зноў разбураць? Мы уже толькі адбудавалі яе, пагналі, вярнуліся сюда. 46 гадоў будавалі, наконец узнеслі. Але, як памятаем, Ісус Христос гаворыць пра другую святыню. Сёння, пра якую гаворыць Ісус, кожны з нас мае такую святыню. Хтосьці сабе пабудаваў свой свет такі, апарты на якісьці сваіх ритуалах. Гэта яго святыня, бо гэтым добра чуецца, адчувае сабе добра. Хтосьці, можа, сказаў, што, прабачце, такое параўнанне, хтосьці жыве, можа, ад пілігрымкі да пілігрымкі. Чаму? Бо калі ідзем на пілігрымцы, гаворыць, то я на пілігрымцы чуюся так добра. І 15 дзён пілігрымкі, а 11 месяцаў, 15 дзён жыцця няма. Не разумно, некаторые, ну, для чого чоловік живе? Для пілігрымкі. Я не говорю, што хацець на пілігрымку, это дрэнная рэч. Добрая рэч, яна сапраўды падбудоўвае. Але калі я толькі жыў в этой пілігрымке, это Христос. Бо ён на этой пілігрымке ідзе. У маім жыцці на першым месцы. Вось пытанне такое, это одной з них. Можа, хтосьці сабе пабудаваў гэты вобраз такі, альбо хтосьці, можа, чытае літаратуру хрысціянскую і поза ёй нічога больш не бачыць. Адкінуў Христа. Хоць ж начытаны, мудры чалавек, але нема там Христа. Дзесьці згубіў, пабудаваў сваю святыню. Ісус гаворыць, што прыйдзе час, што гэтага, што вы маеце, не астанецца камень на камені. Што гэта ўсё будзе старта ў прох. І нас да гэтага Ісус Христос захвочвае, каб мы ў нашым жыцці таксама началі змагацца, каб мы началі змяняць сваё жыццё на розныя спосабы. Нам так здаецца, што гэта можа лёгка змяніць. Але, падам прыклад, такі адзін чалавек падумаў сабе: памяняю сабе замок у калітцы, бо ўжо заржавеў, ужо не працуе. Узяў отвертку, прыйшоў круціць, 15 минут не выходзіць. 3 часа ўжо жонка выйшла, крыча: «Мужик, ходи на обед!» «Обед я вечером съем».
После 4 один выходит уже возле калитки и отбойник, и болгарка стоит, пол вёски собралась, и что же калитку разберет, что разберет. 5 годин прошло, разобрал. Думал, что 15 хвилин, 5 годин прошло, как ему замок разобрать. Это не знаешь. Але бывает еще такий банальный приклад. Хтось захворел, ему начал болеть желудок. И там хтось знакомый сказал, что это только такие травы пью, мешанинка трав, там трошки меда, трошки этого. Попробуй, погадайте, что кроется. Пил этот мужик 3 дня траву, не помогало, такой заболел, пошел в шпиталь. Оказалось, гуз, не шрош, рак. Год, 2, 3 змагался, на 4-й вылечили. Наконец-то. Вот теперь вертается до хаты, а на столе стоят эти травы, эти меды, я хотел медом вылечить травы. И мы так часами бы хотели чимось таким, а не может не так тотально мое життя змінять. А пан Бог говорить, треба тотально змінити. Тотально. Пам'ятаєте, старшие люди, которые колись были компьютеры, и особенно системные гроши, особенно антивирусы. То есть антивирусы, дома одразу небезпека была области. Трояна можно было позволить себе еще антивируса, который не дозволил компьютер запустить на ново. Ну и один такий знайомый рассказывает, что его так само попался в эти троян, тяжкого было туда, вельми злосливый, вытравить. И пошел до информатика и питает, что за вирус. А это, что есть тут такая пробная версия нового антивируса, 30 дней задарма. Скачай ее и собі антивірус позбудешся. Ну, добре, послухався його, стягувалося, 3 години, відомо, колись такий інтернет худкий був. Наконець тянув на комп'ютер, говорить, і далі заінсталювати, почало інсталювати вже, а під конець, опошнє питання почати, так, як ви заінсталювати, хочете заінсталювати, да, хочу, так. Написано, використайте старий антивірус. Ні, старий антивірус, це вже трошки грошей вложив, треба було платити так само. Треба було платити некоторые функції, як він хорошо працював. Говорить, не використав я. А пан Бог говорить, треба використати. Бо якщо коли хто-небудь з вас, наприклад, пробачте, такі приклади, має працю вельми добру, але на цій праці тяжко грешить. І як такий чоловік прийшов до мене, наприклад, з банковості, в банку працює директор, прийшов до мене і сказав, що моя праця хороша, і на цій праці там так моцно грошу, я б сказав, що ну треба позбутися цієї праці. А він мені сказав, працы? Я 8 годов науки, столько курсов. Я ездил еще на курсы в Англию, еще в Испанию, еще в Америке, еще в Швейцарию. Как я сегодня в этом самом наилучшем на свете. В банковости. Вы хочете, как я выучился в праце? Ну так, вы коли грех, там есть тяжкие. Треба збориться з цієї праці. Треба шукати другу працю. Брати і сестри, це саме говорить Ісус Христос. Ісус говорить, выкосай антивирус, который называется банковость 2010, а укачай новый антивирус. Иисус Христос 2025. Хороший антивирус. Но они поведаем, что им там все вычистить. И то, что треба, и то, что не треба. Треба будет посоправды позмагаться в нашем житті. Ну, щось прийшло обратно. А мы уже хотим за 15 хвилин, может, калитки замок поменять. А вы давайте говорить, полечиться за 15 жёлками, какими-то травочками. Тут Иисус Христос хочет конкретно провести якісь терапію нашого життя, що не все так одразу. И люди так говорят, некоторые говорили про святыню, что она упригожена коштовными камнями. Что упригаживая мое життя, мою святыню? Кто живе в мою святыню, что на першее место? Там есть, правда, там есть действие, там есть, Бог завжди даний у чоловіку. Але чи я замовно не закопав під свою святыню глибами якимись. Вот это вельми важное питание, якое сьогоднішнє ставить Євангелія кожному з нас. Не тільки вам, але і мені. Бо завжди приготовлюють доказання, роздумую над своїм життям, якое воно у мене є, і що для мене з'являється святиною. Чи Бог на першому місці. Але тут ще є щось більше. Мало того, что мы переживаем конец года литургичного, а еще наступная неделя будем начинать новый литургичный год с початком Адвенту. Теперь вот С будем переживать Новый год А. Ну и Иисус Христос говорит про это. Страшливые речи, какие будут відбуватися. Землетрусы, голоды, жах, война, все страх, все будет крушиться и ломаться. Але под конец говорит. Это вельми важное слово, яке мы маем запам'ятати. Але не бойтеся,
волос с головы вашей не пропадет без моего дозволу. Не важно, что будет волос. Что от нас чекається, как мы по заправду заявили все намагання, как найти Христа у нашем житті. И он там есть, у нашей святыни. Бо коли не найдем, то это все будет Иисус Христос. Станет в прах и рассыпано. Творителя неба и земли, всякого важного и неважного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Отца народженного, верующий веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не скоренного, одиносудного Отцу, праздник якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, упрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес, поодаль Писанию, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом с Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв раз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения врагов, и шагаю воскрешение померлых, и життя вечного в будущем свете. Который мы надеялись вечного життя, вознесем наши молитвы до Бога, який прагне щастя усіх людей. Молимся, Святый Костюм, как он отошел людям надею и избавление. Господи. Выслушай нас, Пане. Молимся за тех, кто народы, чтобы они воплотились в справу, спокою и схвалил своих держав. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за молодость, как удельничаю лекции по религии, как я навыкористал решимость наблизиться до Христа. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за второго розных школьных звучек, как они нашли у себя и пришли окружение силы, потребны для расстояния драгоценного впливу. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за детей, как поняла охотника, дорогали их и так не успеть. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за нас, собрат, как мы распознали убожество шлях, доброшение наших студентов Божьих. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся в интенции Александры з нагоды дня народжения, просячи Божьего благословения, здоровья души и тела, опеки Мати Божией. Тебя просим. Выслушай нас, Пане. Просим Тебя, Пане, выслухай наши молитвы и учини, как мы умели принять Твою допомогу. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. 235. Наши отданы что сладами нам подарит. Вера и надежда не просит, а дары любовью, как душа там живет. Дай познать нам волю Твою, Пане, Божьим жить свободне слов Твоих. Без Тебя мы безобидны, темы без Тебя, укажешь, как нам освяти. Молитесь, как мою и вашу веру, Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийде на клятву рук Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Молитесь, ласкавый Ойче, нехай хвяне, якую мы так складаем, научить нас жить для Тебя,
i da pomoże nam dosięgnąć wiecznego szczęścia. Przez Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Ukoru sercy. Uznosi imię Pana. Podziękuję Panu Bogu naszemu. Godna weta i sprawiedliwa. Naprawdę godna weta i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna. Как мы завсёды и всюdy Тебе складали подяку. Panie święty Ojcze, Wszechmogutny, wieczny Boże, przez Chrysta Pana naszego. Bojąc litości na grzesznego człowieczeństwa, narodził się z Panny Maryi. Wraz swoją moką na krzyży zbawił nas od wiecznej śmierci, a wraz swoją z mертвых powstanie dał nam wieczne życie. Тому z aniołami, archaniołami i z усими świętymi my obwieszczają Twoją chwałę. Razem z nimi usklikaючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на высшинях, благословленный Той, кто приходит во имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды Божа Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары рацою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znał Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце i picie z jego się, bo гэта jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowiedu, jaka za was i za mnogich będzie prolita w dzień odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Гэта великая таямница веры, Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа в хвале. Wspominający śmierć i z mертвых powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękujący, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Ciebie, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа. Дух Святый собрал в одном. Памятай, Panie, про костел Твой, рассеянный во всем свете, удосконаливал любовью, разом с Папом нашим Львом, бискупом нашим Юзефом, z всеми biskupami i всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які апостолів надії на воскрешення, і про всіх, хто власти Твоєї одійшов з этого світу, і дозволь їм бачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічним.
у єдності з Найсвятішою Богородицею Панною Марією, со святим Юзефом, її обранником, со святими апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословленным Отцом Брониславом и всеми святыми, які спрадвеку подавалися Тебе, как зими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христови у Христе, Тебе, Божа Ойча всемогутный, у єдності Духа Святого, уся ваша і хвала, разом всеякі вечная. Аминь. Молимся, Дайца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Ойча наш, который есть в небе, святися имя Твое, Приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. хлеба нашего сожженного, Дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, звал нас от всякого злога, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою. Чекали исполнения счастливой надеи, и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое владарство и мощь, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить его с упокоем и едностью, який живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближньому знак супокою. Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру явную. Аминь, я не варты, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. И
ласкавым, дарей красиво у сердце своим, любовью всякую, заводит наш Бог. Иисус разгоняет надеи святом, наш Пан и во церкви Он любит свою. Праведник не пошли у долину покой, как шляп человек. Громом святят, у сердца камень, тугу обудрят. Наш Пан прославленный, на нас лёгкий день, князь Иисус покой, утешает в беде. После избавления врагов нас обмыл, и Он за своёю подлога укрыл. Наш Пастырь небесный, и с нами живет, Он сулит надею и радость дает, огонь нас приходит до нас на алтарь. Обстать нам поживой, наесть белда. Наш Пан добрый пастырь, пришел ласковым, дарей красиво у сердце своим, любовью всякую проводит наш Бог. Иисус разгоняет надеи святом. Иисус, сердце ты моим, радость избавления мне открыл, сам я не принизилась, будь прославленный Боже наш, что для Тебя учинить смогу, как показать любовь мою, волю Твою завжди приймать, і серця чистим заховать. Єсу, не покидай мене, моя душа Тобой живе, ужас забвения поможи, выкрывать у Твоей любви, ужас забвения поможи, выкрывать у Твоей любви. Молимся. Боже, wzmocnienie sakramentalnymi darami покорно Тебе просим, като христичная хвяра, якую Твой Сын наказал складать нам вспоминания, увеличивала у нас любовь до Тебе и до ближних, прав Христа Пана нашего. Аминь. 17 листопада в понедельник вспоминаем святую Эльжбету Венгерскую, законницу. 20-го у четверг вспомним святого Рафала Калиновского, святора. 21-го в пятницу
Uspomín achwierowanie Najświętejszej Panny Maryi. 22 w sobotу uspomín Świętej Cecylii, Panny i Muczenicy, zastupnicy tych, kto занимается музыкой костельной и śpiewami. 23 listopada, наступная неделя, урочистость Pana naszego Jezusa Chrysta, Władarańcu światu. Pracuję весь месяц listopada 18:20, молимся на różańcy za duszy померлых, wypisanych u wypominkach. Dziękuję za achwiary na budowę składowaną podczas dzisiejszej trzeciej niedzieli miesiąca, tak zwanej niedzieli inwistycyjnej. Adoracja Pana Jezusa w Najświętejszym Sakramencie odbywa się każdy dzień z 14 do 19. Dziękuję za wspólną i indywidualną modlitwę, za śpiew i oprawę publiczną, za wybieranie kaplicy, tak samo tym, kto dyżurzył. Помолимся за tych, кто на таких виде świadkuje dni narodzenia, imieniny, jubileи, czekają na родных dzieci, za dobrodzieją ochwierodawców naszej parafii, tak samo o nowych dobrodziejach budownictwa sanktuary Bożej Miłosierności i za nas, dorучаючи każdego po osobku, opiece Matki Bożej Różańcowej, Twojej obronie nas dający. Святая Богородица, наша Потреба, не погоршай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, содержальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы есть, что приходите. Хочу сказать, примите Божье благословение, а не еще припомню такие анекдотик, раз на то, что треба все менять, и пошел такой индеец у ЗАГСа, говорит, я бы хотел поменять свою фамилию, спрашивает его, а как вы называетесь? Хуткая белая страна. А як бы вы хотели называться? Белый. Примите Божье благословение. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в упокой Христа. Дякуємо Пану Богу. Святый Архангеле Михаил. Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастор злого духа. Покорно просим, нехай яку знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь ему первого Шадана и інших злых духов, які на злобу душною посвіті. Мария, ты надея, молитве нам помога, ты нас бережи, Матуля спокою. Мария, ты надея, молитве нам помога, ты нас бережи, Матуля спокою. Мария,